В Якутске впервые провели высокотехнологичную операцию «Химиоэмболизация». Это метод лечения злокачественных опухолей путем введения препаратов непосредственно в само образование через сосуды. Он позволяет избежать хирургического вмешательства открытым способом. Теперь надежда на излечение без выезда за пределы республики есть даже у людей с запущенной формой онкологии. Подробнее расскажет Саргалана Захарова. Вместо скальпелей шприцы, вместо прямого доступа к органу небольшой надрез и картинка на экране. Так проходит химиоэмболизация. Методика уже больше 10 лет применяется в крупных медицинских центрах страны. В Якутске ее провели впервые. Не все пациенты могут перенести сложную открытую операцию, да? У некоторых стадия заболевания бывает запущенная. Такие пациенты как раз мы можем им помочь улучшить качество жизни, остановить процесс развития, ну и, соответственно, увеличить продолжительность жизни данных пациентов. Химиоэмболизация – комбинированный метод лечения злокачественных опухолей, в основном находящихся в печени. При помощи рентгена врачи находят сосуд, который питает раковое образование. Устанавливают в нем катетер диаметром всего в 1 мм. Через него потом ведут лекарства. Это так называемые эмболы, которые блокируют поступление крови и химиопрепарат, умертвляющий вредоносные клетки. Отличие до и после заметно сразу после процедуры. И вот контролем, вот видите, замедление кровотоков по всем сегментам и эмболизация мелких всех питающих артерий в этой опухоли правой доли. Еще одно преимущество этого способа – доставка очень высокой дозы химиопрепарата непосредственно к опухоли. При этом от его воздействия организм человека не страдает. Раковое образование через несколько месяцев полностью высохнет и потеряет треть своего размера. Пациент сейчас будет получать инфузионную терапию, чтобы уменьшить токсическое воздействие химиопрепарата, а лекарство в опухоли будет работать. Если все хорошо, через месяц он придет к нам на контроль, а через два месяца мы возьмем его на повторную процедуру. Пациента сразу после операции в полном сознании с приподнятым настроением увозят в палату. Уже через сутки он сможет встать на ноги, а через 4-5 дней его выпишут домой. А самое главное, что вернется он домой с уверенностью в завтрашнем дне и с надеждой на жизнь. Саргалана Захарова, Григорий Охлопков, Семен Семенов, Якутск.